Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Распространен в соцсетях один очень провокационный и антитатарский исторический мем, который сообщает, что якобы никаких татар ни в Казанском ханстве, ни в Казанской губернии, после взятия Казани в 1552 году, не было. Что на самом деле население ханства и губернии это были чуваши, а не татары. Суть этого исторического мема и фейка распространяется просто-таки молниеносно. Люди, которые любят плодить про татар всякие глупости и вымыслы, сделали вот такую карточку. В ней сообщается, что некий турецкий историк Агдес Нимет Курат в 70-х годах прошлого века в Стамбульском архиве крымских дел обнаружил уникальный документ 17 века. Сообщается, что этот документ дипломатического характера, где перечисляются народы бывшего Казанского ханства. Суть этого документа передается так, мол, какие-то народные предводители обращаются к крымскому хану, чтобы тот принял их в свое подданство, то есть прислал своего наместника. И в этом обращении к крымскому хану перечисляются следующие народы, которые готовы присягнуть крымскому хану. Чуваши 20 тысяч кибиток, черемисы 40 тысяч кибиток, удмурты 10 тысяч кибиток, башкиры и штяки 10 тысяч кибиток и 7 городов, или районов, что ли, сибирского юрта, сибирского ханства. Всего получается порядком 800 тысяч человек. И внизу делается типа как бы приписка, что самый большой плюс этого письма в том, что его написали сами жители бывшего Казанского ханства. На самом деле у этого исторического источника есть один конкретный автор. Его зовут Рахман Кулу, а не какая-то это сумма непонятно каких казанцев. А хитрые авторы и распространители этого фейка делают смелую приписку, мол, а где в этом списке народов бывшего Казанского ханства сами татары? Мол, вот, уважаемые пользователи и комментаторы соцсетей, сами взгляните на список народов. Нет же тут никаких татар. А значит, какой делается вывод? Да, значит, татары типа как бы скрываются, что ли, под наименованием чуваши. И значит, истинный этноним татар – это чуваши. Комментарии в соцсетях от братьев-тюрков, кому не безразлично сложное, многокомпонентное составное татарского народа, не сильно мелочатся в уважительном отношении к нам, татарам. Как видите, татар как бы и не было вовсе. Распространением лживой информации о том, что якобы татар не было в Казанском ханстве, в частности, занимается сетевое сообщество неономады «Великая степь», дух единения, куда подписаны ВКонтакте 14 тысяч человек, а также сеть пробашкирских сообществ Тарих Лайф. В ВКонтакте и Фейсбуке эту сеть сообщества ведет некий автор Ильдар Мамбеткол. Откуда истоки распространения этого дешевого исторического фейка, направленного против татар? Увы, но без трудяг-бедолаг башкирских миссионеров здесь не обошлось. На наш взгляд, первую манипуляцию с историческим источником автора Рахман Кулу сделал председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир Юлдаш Юсупов, когда написал свою кандидатскую диссертацию, а потом ее переиздал в виде книги «История Башкортостана 15-16 веков. Социально-политический аспект». Давайте оценим, как трактует исторический источник Рахман Кулу Юлдаш Юсупов. Хотя источник датируется 1635 годом, нам представляется, что в документе довольно четко отражена этническая ситуация региона. Потому считаем целесообразным соотносить эту форму по количественным и этническим показателям с этнополитической картой Казанского ханства. Вот так, друзья, фальшь Юлдаш, фактически не моргнув глазом, переносит знания некоего автора начала 17 века на историю Казанского ханства. Взятие Казани состоялось в 1552 году, а текст прошения крымскому хану автора Рахмана Кулу датируется 1635 годом, то есть между ними 83 года. Как известно, в средние беспокойные века средняя продолжительность жизни человека была по сегодняшним меркам крайне небольшой, а уж если мужчине удавалось дожить до 35-40 лет, то он по праву мог считаться долгожителем, а тут получается, что между источниками несколько поколений. Но это не важно. Вы только вдумайтесь в цифру 83 года.
Кто такой этот Рахман Кулу? Он прожил 83 года? Что мы должны доверять его информации о народах, проживающих в Казанской губернии, в Казанском ханстве в 1635 году? И вообще, Фальш-Юлдаш вот вообще никак не утруждает себя привести в своей книжке хотя бы кусочки, хотя бы цитаты этого самого исторического источника Рахман Кулу. Почему он это не делает? Правильно, это мешает его фальсификации истории и манипуляции данными. Ведь для него самое главное — это излить на страницах своей книжки псевдоисторическую желчь против татар. Итак, как же Фальш-Юлдаш определяет автора Рахман Кулу, автора этого исторического источника? Это письмо написано неким Рахман Калоем от имени старейшин и абызов. Фальш-Юлдаш тут в своем репертуаре. Как раз вся суть этого документа и заключается в том, от чьего имени представляется в своем воззвании крымскому хану Рахман Кулу. К этому мы вернемся чуть позже. А давайте почитаем рассуждения об перечислении Рахман Кулу народов у нашего тишайшего Фальшика-Юлдашика. Учитывая, что авторство источника принадлежит представителям данного политического союза, то не может вызывать сомнений, что в нем отражены именно этнонимы, а не сословные категории. Конечно, если не затрагивать сложный вопрос о приоритете самоидентификации в Средневековье. Хотя не исключено, что под перечисленными в источнике этнонимами кроются полиэтнонимы. Чувствуете, да? Какой осторожный, однако, слог рассуждений у Юлдаша Юсупова. С одной стороны, у него не вызывает сомнений, что Рахман Кулу перечисляет именно народы, а не сословия или социальные категории. В то же время Юсупов сознается, что с этнической самоидентификацией в средние века не все так просто. А под конец и вовсе на всякий случай признается, что это вовсе и не этнонимы может быть народов, а полиэтнонимы. Видимо, на этот период все-таки какие-то светлые порядочные струйки души Юлдаша Юсупова все еще продолжали бороться с его антитатаризмом. Однако историческую деконструкцию истории татар и Казанского ханства он сделал, указав, что есть некий исторический источник, который отрицает существование, наличие татар в Казанском ханстве. Ну а конечный и жесткий вывод, что, мол, татары это не татары на самом деле, делает уже Салават Малевич Хамидуллин в своей кандидатской диссертации, которая посвящена средневековым мифическим племенам бурзянам. Вопрос о самоназвании автохтонного оседлого населения Казанского ханства, исповедовавшего ислам, долгое время остававшийся открытым, ныне можно считать в целом решенным. Как показали исследования последнего времени, в русских официальных документах XVI-XVII веков оно именовалось чувашами. В синхронных тюркоязычных документах эта этническая группа обозначается аналогично, что ставит точку в вопросе об их самоназвании. Но, Салават Малевич, сами пишете про историю Казанского ханства, а сами источник Рахман Кулу цитируете, который был написан 83 года спустя после взятия Казани. И считаете его синхронным. То есть за 83 года никаких миграций населения не было. То есть взятие Казани, падение Казанского ханства, никаких социально-экономических изменений, идеологических катаклизмов не вызвало в обществе. Кстати, по ссылочке номер 2 Салават Хамидуллин ссылается конкретно вот на эту самую книжку нашего Фальш-Юлдаша. А теперь давайте перейдем уже конкретно к этому историческому источнику, к этому самому тексту, который написал Рахман Кулу. Что он там на самом деле написал? Вообще, детально этот документ был изучен казанским историком Дамиром Исхаковым. Специально под этот исторический источник Дамир Абу-Исхаков написал статью, которая называется так: об одном послании из Поволжья в Крымское ханство 1635 года для журнала «Крымское историческое обозрение». В 2014 году была написана эта статья. Не буду вас томить и сразу отвечу на самый главный вопрос этого исторического источника Рахман Кулу. А именно, есть ли в его тексте упоминание самих татар, которые так старательно хотят затереть башкирские миссионеры. Помните, когда я цитировал Юлдаша Юсупова, то обратил ваше внимание, что он говорит о неких старейшинах и абызах, от имени которых якобы и пишет Рахман Кулу. Так вот,
в источнике, непосредственно в самом тексте, говорится не просто о старейшинах и абызах, говорится на самом деле о байлар, о картлар, то есть о беях, богачах и о старейшинах. И они все являются татарами. Как это выглядело на языке оригинала? Вот перед вами текст Рахманкулу, который написан на аутентичном почти языке. Это что-то вроде турецкого языка с явными заимствованиями из татарского языка. Но исследователи приходят к выводу, что это все-таки переписанный на турецкий язык текст. Сам же текст на татарском языке найти, к сожалению, не удалось. Ну так вот, в самом оригинале текста нет никаких старейшин и абызов, о чем пишет Юлдаш Юсупов. В оригинале мы читаем «бейлер» в «ихтиярлар», а «ихтиярлар» переводится с турецкого языка как «старейшины». Да-да, в 1635 году автор Рахманкулу писал от имени некой правящей группы населения, от правящей социальной категории в Казанской губернии. А каким может быть правящая элита в 1635 году? Сами посудите. До массового крещения татарских мур с Петром Великим и Анной Иоанновной в начале 18 века еще далеко. Сама Россия только-только восстанавливается и набирает обороты в плане полноты своей власти над всей территорией страны после смутного времени в начале 17 века. Только-только разгребает все последствия от социально-экономических потрясений смутного времени. Очевидно же, что в Казанской губернии власть, силу, влияние и земельные богатства сохранялись в руках татарских лендлордов, которые после взятия Казани успешно для себя политически переобулись. Правда, если судить по тексту Рахманкулу в 1635 году, татарам-лендлордам как-то стало душновато в составе России, раз они попросили автора Рахманкулу написать письмо крымскому хану, чтобы тот пришел им на помощь освобождать Казань. Итак, некий Рахманкулу в 1635 году пишет письмо, правда, не напрямую самому крымскому хану, а лишь крымскому муфтию. Хотя в письме есть прямые обращения к крымскому хану. Кстати, крымского хана зовут Джанибек Гирей, который правил дважды, 1610 по 1623 год и с 1628 по 1635 год. Рахманкулу обращается к крымскому хану Джанибеку Гирею, который был в Темрюке, то есть на Кубани, и к афинскому Джанибеку Гирею, они там с казаками воевали. Они все были в своей военной кампании на Северном Кавказе по этой части. Рахманкулу просит их повернуть на север и освободить казанский, как он называет, вилает, то есть Казанскую губернию. Агар Кырым ханы кырал ва гаскарлары белән Газан фәтхенә киләләр дип ишетсәләр, иншаллах тәгалә һәр берсенең итәгате итәчәкләре белгеледер. Бу фәкыйрь кылыгызны бәйләр ва картлар бергәләшеп иттифак белән җибәрделәр. Әлбәттә безнең хәлебезне ва гаскарларыбызны ва вазгыятның уңышын бер-бер аңлатып. Сәгадәтле Кырым ханың ярдәм сора ва галәмә ва салихләр ва шәйхләренә һәрберләренә аңлатып, һәрберсе ярдәм итеп, Кырым падишаһының бу якларга борылуына сәбәп булып, бер төркем Мөхәммәд өммәтен кафирләр кулыннан коткарсыннар. Рахманкулу обещает, что если те прибудут в Казань, то им поддержку будет войско в 200-300 тысяч человек и продовольственные ресурсы с содержанием на 100 тысяч крымских воинов. Вместе с этим Рахманкулу выражает мысль, что крымский хан вместе с Казанью может и заодно Астрахань освободить. А если крымская ханская элита откажет в помощи казанским беям и старейшинам, то Рахманкулу озвучивает весьма интересную в их адрес угрозу. Агар бу аңлаткан хәлебезгә кермәсәләр куллар, кыямәттә аларның якасыннан тотар дип күп тапкырлар дога вә ният иттек, ялвардык. А давайте представим, татарлар, дуслар, иптәшләр, наш гипотетический диалог с башкирскими этномиссионерами. Ну, скажут они нам, мол, мы, сегодняшние татары и конкретно казанский историк Дамир Абу-Исхаков, те еще фантазеры, мол, мы все притягиваем за уши и пытаемся найти в тексте того, что там не написано. Видите ли, не слишком ли мы много на себя берем, когда из упоминания бәйләр ва картлар, ихтиярлар, от имени которых пишет Рахманкулу, выводим самих татар, ставим жирную точку в этом вопросе и попутно припечатаем к стенке любителей антитатарского фэнтези. Итак, представьте, Россия в начале 17 века. В 1601 по 1603 года по стране идет Великий голод. В 1605 году объявляется первый Лжедмитрий. В Москве вся власть начинает ходить ходуном.
В Москву, как к себе домой, приходят поляки, шведы и другие интервенты. Русская элита пытается разобраться в оттенках и полутонах лжедмитриев. Нужны им эти личности или нет. Пытается понять, кто они такие. В это же время по стране начинают разгуливать безбашенные казацкие отряды, мародеры. Просто таки население прессуется и грабится. И эти казаки перебегают из одного конфликтующего лагеря русской аристократии в другой аристократический лагерь. В Москве происходит черт знает что. И в это время в Казанской губернии объявляется дьяк по имени Никанор Шульгин и говорит, мол, плевали мы на эту неразбериху в Москве с этими лжедмитриями. Шульгин объявляет об образовании независимого от Москвы Казанского государства, а именно царства Казанского. Еще раз, друзья, повторяюсь, православный, русский, средневековый чиновник Никанор Шульгин во время смутного времени в России занимается, как бы назвали сегодня, сепаратизмом. Да, занимает сепаратистскую позицию и откалывает от основного тела русского государства Казанское царство. Так что Рахман-Кулу со своим воззванием присоединить Казань и Астрахань к крымскому хану тут не первый персонаж исторический. И вот в сентябре 1611 года Никанор Шульгин направляет в Пермь воззвание, где есть и самоопределение Казанского царства как отдельного от Московской Руси государства. Ну и заодно перечисляется список народов, населяющих Казанскую губернию. Да-да, самое молодое государственное образование на карте во время смутного времени. Зачитаем письмо Никанора Шульгина. И митрополит, и мы всякие люди Казанского государства, и князи, и мурзы, и татаровя, и чуваша, и черемиса, и ватяки сослались с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими и горными, и луговыми, и с горными и с луговыми татары, и с луговой черемисою, на том, чтобы нам бытие всем в совете и воссоединение за московское и казанское государство стояте, и друг другу не побивайте и не грабите, и дурно ни над кем не учините. Как видите, руководитель отколовшегося от России казанского государства Никанор Шульгин перечисляет жителей царства Казанского и упоминает татар. То есть разница между текстом Шульгина и текстом Рахман-Кулу всего лишь 24 года. И вот эти исторические источники реально синхронные. И еще, обратите внимание, что в воззвании Шульгина нет упоминания русских. Он вообще не упоминает этот народ. Думаете, в Казанском царстве не было тогда русских? А с кем тогда собрался строить независимое от Москвы Казанское царство русский и православный чиновник Никанор Шульгин? Все просто, друзья. Да, в истории бытовала такая практика, что когда русские на русском языке писали письмо к другим русским, то как бы представляться не имело смысла, что авторы это русские, и так все понятно. Никанор Шульгин не видел смысла напоминать лишний раз жителям Перми, что под его властью также находятся еще и русские Казанского царства, ну и православные в том числе. И вот по автору Рахман-Кулу ситуация точно такая же. Казанский татарин от имени богатых и состоятельных казанских татар пишет письмо татарской элите крымского хана. Зачем Рахман-Кулу будет представляться, что он татарин и что от имени татар пишет? Тогда в средние века всем и так все было ясно и понятно. Знаете ли, Рахман-Кулу не обязан ради каких-то башкирских одномиссионеров, которые родятся через 400 лет, расшаркиваться, представляясь как татарин и упоминание татар и общение на татарском, ну вы поняли. Ведь смотрите, какая странная логика получается. Например, выходя на лестничную площадку вашего дома, вы должны говорить вашему соседу следующие слова. Я, как сосед, тебе, как моему соседу, хочу по-соседски сказать привет. Какая-то глупость, не правда ли?